Если вы уверены, что точно не сможете реализовать свое право на выбор рядом с местом, где прописаны, написать и сдать заявление надо там, где будете находиться 18 марта. На выборах президента Российской Федерации 2018 года ехать за открепительным удостоверением на избирательный участок по месту постоянной регистрации не придется, что, конечно, значительно облегчает задачу участия в выборах. Я, например, решил обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию. Она в моем случае находится в здании администрации Сыктывкара. Где находится моя территориальная избирательная комиссия, я узнал на сайте избирательной комиссии. На странице сразу бросается в глаза большой баннер с логотипом «Выборы президента России». Нажав на нее, появляется список всей информации. Тут же список пунктов приема заявлений и режим их работы. А на интерактивной карте комиссии можно точно убедиться и в том, где размещается ближайший к вам пункт. Например, в столице Коми ТИК-1, а пунктов приема заявлений 4. Они работают с 14 часов, причем уже в первый день стали появляться желающие написать заявление. И в этом нет ничего удивительного, говорят в избирательной комиссии. Заявление на голосование по месту нахождения пишут и те, кто прописан в родном городе. Просто в этот день им удобнее проголосовать на участке, который находится ближе к месту работы. Чтобы заполнить форму заявления, потребуется паспорт. Оформление занимает пару минут, после чего оператор пункта приема заявлений спрашивает, где именно я буду находиться в день голосования, и сообщает номер и адрес моего избирательного участка. У вас тут третий участок, который находится в школе номер 22. 22-я школа, да? Спасибо, это совсем рядом. Еще проще тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Заявление на включение в списки голосования по месту нахождения можно заполнить, не выходя из дома или офиса. Отметим, новая вкладка на сайте появилась только сегодня. Для того, чтобы подать заявление на сайте госуслуг, вам необходимо зайти в личный кабинет. Далее вы выбираете вкладочку «Каталог услуг». Проследовать надо. Следующая вкладка в каталоге услуг – это паспорта, регистрации и визы. И здесь у вас будет 4 окошка. Четвертое у нас идет выборы избирательного участка на выборах президента Российской Федерации. Сюда вы нажимаете, и здесь вы уже выбираете способ подачи заявления. Это онлайн через портал госуслуг как раз. Далее переходите по всем позициям друг за другом и заполняете, соответственно, электронную форму заявления. Адрес регистрации по месту жительства, соответственно, по паспорту, это уже автоматически все подгружается. Необходимо выбрать тоже страну голосования Российская Федерация. И самое главное, выбрать удобный вам избирательный участок, где вы желаете проголосовать 18 марта. Распечатываем данное заявление, оставляем себе отрывной талон и с ним приходим на избирательный участок в день голосования 18 марта. Заявления на включение в списки для голосования по месту нахождения начали принимать и в центрах оказания госуслуг «Мои документы». Таких офисов по республике 96, они есть в каждом муниципалитете. Надо лишь подойти с паспортом в любой из них, сотрудник поможет тут же заполнить заявление и укажет номер вашего участка. Кира Гуляева стала первым жителем региона, которая воспользовалась именно такой возможностью. Раньше я не голосовала, так как место моей регистрации находится вне города Сыктывкара, и нужно было раньше брать всегда подкрепительное удостоверение. А так как не было возможности, и в этом году у меня будет первый раз голосование. Специалисты отмечают, отрывные талоны заявления остаются у избирателей, но лишь для того, чтобы те не забыли номера и адреса участка. Если вдруг бумага потерялась, не страшно. После оформления заявления избиратель автоматически зачисляется в списке выбранного участка. Данные по выбору избирательного участка, они в режиме онлайн будут передаваться сразу в государственную автоматизированную систему избиркома. Отметим, с 25 февраля такое обращение можно будет подать и в ближайшей участковой избирательной комиссии. Заявления будут принимать до 12 марта. Константин Куратов, Павел Люлянмин, Василий Янин, телеканал Юрган.